Добрый вечер. В студии Валерий Генаев. В эфире очередной выпуск тележурнала «Чечен-Инфо», который мы обозначили как общественно-политический тележурнал, позволяющий в рамках одного часа удовлетворить все информационные потребности. Надеюсь, что у нас уже есть свой постоянный зритель, который помнит, что журнал сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. Кроме того, в нашем арсенале обзор сетевых ресурсов, а также беглый взгляд на историю республики в зеркале времени. Напомню, что мы выходим регулярно по субботам в это же время. А сегодня, как и обычно, в течение ближайшего часа мы в очередной раз будем убеждать вас в том, что новости – это все-таки интересно, если к ним подходить с интересом. Итак, приятного просмотра и в добрый путь. Сегодня в программе. Чеченская республика готовится к открытию таможенного поста. До конца года в Грозном начнут строить комплекс высотных зданий. В Чеченской республике объявлена война баракам. Рустам Мугаев с обзором событий прошедшей недели. На этой неделе в республике открылся новый театральный сезон и открылся не совсем обычным образом. Стартовало сразу несколько новых проектов. Об этом и не только в еженедельной рубрике «Дайджест недели» размышляет Магомед Нухаев. В рамках Volvo «Неделя моды» в Москве свою коллекцию покажут чеченские дизайнеры Лаура и Медни Аржиевы. В Закарпатье задержана семья чеченцев-нелегалов. В Ярославле прошли дни чеченской культуры. Рубрика «Чечен-Инфо» с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Нагнетание общественно-политической ситуации в Чеченской республике, как и в двух военных кампаниях, замешаны иностранные наемники и представители западных спецслужб. Только за прошедшую неделю этот факт подтверждает сразу несколько событий. Об этом в регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события или явления в еженедельной рубрике «Тема». Хронология памятных дат в истории Чеченской республики, возвращенных из небытия. Словно предчувствуя свой близкий конец, в одном из последних стихотворений под названием «Красный берег» Гадаев завещал похоронить себя в любимом уголке, где прошло его детство. Рубрика «Жизнь замечательных людей» с рассказом о жизни и судьбе талантливого ученого, философа и поэта Магомедсалаха Гадаева. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, 10 динамичных сюжетов, и каждый из них – мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувших 7 дней. В качестве документальной базы этой рубрики используется оперативная съемка новостной редакции телекомпании «Грозный». Итак, Рустам Мугаев с обзором событий прошедшей недели. 11 октября на территории Чеченской республики прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным избирательной комиссии Чеченской республики, свой гражданский долг исполнили свыше 500 тысяч человек, что составляет 90,87% от общей численности избирателей. Наиболее высокие показатели явки избирателей зарегистрированы в Курчулоевском, Гудермесском и Ачхой-Мартановском районах. Здесь проголосовали свыше 90% электората. В ходе выборов избрано 236 глав сел, городов и районов, а также 2565 депутатов представительных органов муниципальных образований. Удостоверение избранным главам муниципальных образований республики лично вручил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров, в том числе и мэру Грозного Муслиму Хучиеву, за которого проголосовали 87,39% избирателей столицы. Высокую оценку организации выборов дал и заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Станислав Вавилов, находившийся в день выборов в Чеченской республике. Он отметил, что муниципальные выборы в республике – это образцово-показательный пример избирательного процесса. С 2010 года работа по развитию сельского хозяйства в Чеченской республике должна быть усилена. Об этом на встрече с министром сельского хозяйства Чеченской республики Абубакаром Идельгиреевым сообщил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Глава республики пообещал, что в этих целях со стороны руководства министерству будет оказана вся необходимая помощь. Кадыров подчеркнул также, что необходимо тщательно следить за состоянием здоровья ввозимых в республику животных, для чего, по его мнению, необходимо усилить ветеринарную службу. В свою очередь, Абубакар Идельгиреев сообщил, что местным правительством уже подготовлен комплекс программ по поддержке индивидуальных частных сельскохозяйственных подворий. В частности, для них будут приобретены удобрения, семена и техника. Также министр доложил, что в этом году Минсельхоз республики перешел к процессу формирования животноводческой отрасли региона. Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров и начальник фирмы «Мечетьстрой» Амруди Идельгиреев на неделе обсудили ход строительства 5 крупных мечетей в республике. Напомним, их возведение было начато в текущем году по поручению Рамзана Кадырова. Новые религиозные сооружения, каждая из которых рассчитана на 5000 мест,
появится в селах Цинтарой Курчиловского района, Джалка Гудермесского района, Цацанюр Шалинского, а также в городах Урус-Мартан и Гудермес. По словам начальника мечетьстроя, строительство мечети планируется завершить в 2010 году. Выслушав докладчика, президент Чеченской Республики поручил ему объявить в республике конкурс на лучший проект мечети. Он заметил, что подрядчики также будут избираться на конкурсной основе. Однако предпочтение будет отдано организациям, специализирующимся на строительстве мечетей. Финансирование проекта победителя будет осуществляться региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова. Чеченскую Республику посетили представители таможенных служб Северного Кавказа во главе с начальником Южного таможенного управления Александром Гетманом. Делегацию принял премьер-министр Чеченской Республики Адес Байсултанов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы открытия таможенного поста в Грозном. В частности, Адес Байсултанов подчеркнул, что руководством республики приняты исчерпывающие меры для начала работы таможенного поста в Грозненском аэропорту. В ответном слове начальник Южного таможенного управления Александр Гетман отметил, что прекрасно знает и осознает, насколько важным для республики событием является открытие таможенного поста. Со своей стороны мы стараемся сделать все от себя зависящее для того, чтобы степень готовности открытия таможенного поста наступила в самый короткий срок, подчеркнул он. В Чеченской Республике открылся отопительный сезон, который начался 15 октября. Как отметил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Республики Абу Сугаипов, жилые дома и коммунальные объекты были заблаговременно готовы к началу отопительного сезона. По его словам, в республике сегодня насчитывается около 5000 домов с печным и центральным отоплением и 99 котельных. При этом он отметил, что ситуация с отоплением в районах республики значительно лучше, чем в Грозном. В этом году, несмотря на проблемы в экономике, мероприятия по подготовке к сезону прошли качественно и в срок, отметил Абу Сугаипов. По его словам, печное отопление осуществляется природным газом, а в высокогорных районах жители получают субсидии на заготовку дров и угля. Просить дополнительных средств на подготовку к зиме в связи с последствиями финансового кризиса Чеченской Республике не пришлось. Министерством культуры Чеченской Республики объявлен театральный конкурс «Заманхо. Современник», победители которого получат возможность пройти обучение в Российской академии театрального искусства. По словам министра культуры Чеченской Республики Дикала Музыкаева, победителям конкурса в июне 2010 года будут представлены 10 целевых мест на отделение актерского мастерства Российской академии театрального искусства Москвы или на кафедру актерского искусства Чеченского государственного университета. Необходимость создания проекта «Заманхо» послужит дефицит в республике профессиональных творческих кадров. В конкурсе могут принять участие молодые люди от 15 до 25 лет. Сам конкурс в течение месяца будет проходить 3 отборочных тура по следующим специальностям: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, вокал, чеченский язык и хореография. В Грозном завершено строительство 2 жилых многоэтажных домов, расположенных по бульвару Дудаева в Октябрьском районе столицы. Как сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чеченской Республики Абу Сугаипов, новые 12-этажные дома уже готовы к открытию. На сегодняшний день здесь ведется строительство модульной котельной. Сдать в эксплуатацию новостройки планируется уже в ноябре текущего года. Все работы, по словам министра, выполнены качественно и с соблюдением всех действующих строительных норм и правил. Строительство объектов было начато в 2005 году по республиканской программе восстановления. С 2008 года возведение домов было продолжено по федеральной целевой программе развития республики. В 2 новостройках расположено 150 квартир, общая площадь которых составляет более 12 тысяч квадратных метров. Строительство современного комплекса 12-этажных зданий начнется до конца текущего года в городе Грозном. Строительство планируется начать на территории демонтированного в прошлом году центрального рынка. По словам мэра Грозного Муслима Хучиева, возвести планируется 8 12-этажных домов, административных зданий и детский сад на площади 6 гектаров. Финансироваться строительство будет за счет привлеченных инвесторов. Сейчас на месте идет подготовка стройплощадки, ведется расчистка территории, вывозится строительный и бытовой мусор. Внешний вид новых 12-этажек будет осуществлен с учетом особенностей чеченской национальной архитектуры и современности. По мнению градоначальника, центр столицы Чеченской Республики должен быть застроен современными высотными домами. В возведении высоток будут применены самые последние технологии строительства. На неделе в Грозном прошел международный турнир по вольной борьбе на Кубок президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. В турнире участвовали спортсмены из России, Украины, Белоруссии, Ирана, США, Киргизии, Казахстана, Турции, Узбекистана и Армении. Всего в нем приняли участие 141 спортсмен. Турнир проходил в 7 весовых категориях: до 55 кг, до 66 кг, до 74 кг, до 84 кг, до 96 кг и до 120 кг.
К судейству были привлечены судьи международной квалификации. Победители же были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. Турнир был организован правительством Чеченской Республики, Международной Федерацией Объединенных Стилей Борьбы и компанией Евроцемент. В рамках турнира трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе Буайсер Сайтиев был награжден орденом Кадырова. 740 домов барачного типа в Чеченской Республике признаны непригодными для проживания и подлежащими полной ликвидации. Такое заключение сделала Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Признанные старым дома были построены еще в советские времена как временные. Проживающие в них 12,5 тысяч человек вскоре будут переселены в новые квартиры, а бараки ликвидированы. Ликвидация барачного жилья является одним из направлений республиканской целевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В 2008 году в Новоселе уже справили 45 семей из ветхого жилья. Планируется, что до конца года еще 75 семей будут переселены в новые квартиры, остальные в следующем году. На этой неделе в республике открылся новый театральный сезон, и открылся он не совсем привычным образом. Стартовало сразу несколько новых проектов, которые по большому счету стали событием в культурной жизни республики. Отметим сразу, что наравне с экономическим возрождением региона мы не забываем и о том, что нация не может существовать без своей культуры, традиций и обычаев. И именно поэтому нет никакого сомнения, что Чеченская Республика снова станет самой-самой. Об этом и не только в еженедельной рубрике «Дайджест недели» размышляет мой коллега Магомед Нухаев. На неделе в Чеченской Республике стартовал первый республиканский театральный проект «Заманхо». Учредителями конкурса выступило Министерство культуры Чеченской Республики. Задача конкурса – выявление молодой творчески одаренной молодежи, привлечение ее в процесс развития театрального искусства Чеченской Республики, сохранение и развитие самобытности чеченской культуры, поддержка инициационных проектов и программ в области театрального искусства, обеспечение организации квалифицированными кадрами для более прогрессивного развития и повышения качества работы, популяризация сценического искусства, выявление творческого потенциала, всесторонняя поддержка наиболее талантливой и перспективной молодежи в области сценического искусства. Планируется, что победители конкурса получат возможность пройти обучение в Российской академии театрального искусства. 10 финалистам в июне 2010 года будут представлены целевые места на отделение «Актерское мастерство» Российской академии театрального искусства в Москве или на кафедру «Актерское искусство» Чеченского государственного университета. Отбирать молодое дарование будет строгое жюри из числа композиторов, музыкантов, хореографов, актеров, режиссеров и других видных деятелей культуры и искусства республики. Почетными гостями конкурса станут педагоги Российской академии театрального искусства. По словам министра культуры Чеченской Республики Дикала Музыкаева, сегодня одной из главных проблем, стоящих перед организациями исполнительских искусств, является дефицит профессиональных творческих кадров. Именно эта ситуация и определила необходимость создания проекта «Заманхо». В данное время мы завершили работу над подготовкой и внедрением проекта. Это театральный проект тоже в студии «Заманхо». Давно руководство театра над этим работали в лице Мелькиева и художественного руководства театра. Такие шаги, действенные шаги, они будут способствовать в целом развитию и популяризации театрального искусства в Чеченской Республике. Я искренне желаю им удачи. Возраст участников конкурса ограничен. Заявки на участие принимаются от жителей Чеченской Республики от 15 до 25 лет. Сам конкурс будет проходить в течение месяца. С нашей стороны будет проходить в 2 этапа конкурс. Первый этап у нас подготовительный сейчас идет, это подэтап. Подготовительный, как приходят молодые люди, которые увидели по телевидению информацию об этом проекте. Идет анкетирование в первую очередь. Анкета заполняется лично участником. После того, как мы наберем нужное количество конкурсантов в этом проекте, уже подобрано жюри, которое будет просматривать конкурсантов и будет выявлять более одаренных молодых людей для прохождения второго
тура этого проекта. По окончанию тура остается 10 человек. Эти 10 человек при Государственном театре будут проходить обучение. Обучение подразумевает собой это дисциплины, которые развивают человека. Это актерское мастерство, сценическая речь, хореография, вокал и так далее. С ними будут заниматься педагоги с Грозного, это с Чеченской Республики, наши известные мастера в театральном искусстве, в хореографии и так далее. После обучения экспериментальная студия будет непосредственно носить характер того, что эти ребята получат как бы билет в новую жизнь. По словам Мелькиева, финалом проекта «Заманхо» станет показ одноактной постановки, которая будет представлена на суд зрителя в конце года. А в преддверии нового 2010 года в Чеченском драматическом театре имени Хампаши Нурадилова состоится грандиозный гала-концерт. Драмтеатром выбран не случайно, именно он является хранителем чеченской культуры. Открытие новых талантов за последние годы стало главным приоритетом деятельности Министерства культуры Республики. Месяц назад в республике открылся новый театральный сезон. А буквально на днях состоялось долгожданное открытие первого в истории республики Государственного молодежного театра «Серло». Мероприятие с размахом проходило в театрально-концертном зале Грозного. В рамках его открытия зрителям была представлена премьера комедии «Денисолт» по пьесе Мусы Ахмадова. Примечательно, что наряду с последствиями финансового кризиса, из-за которого по всей стране закрываются даже самые известные театры, в нашей республике все происходит с точностью да наоборот. Когда в регионах Российской Федерации идет секвестр бюджетов, закрываются многие бюджетные организации, творческие коллективы утрачивают свое существование, наряду с этим в Чеченской Республике мы видим обратную картину. То есть, не ссылаясь на все эти сложности, вызванные экономическим кризисом всемирным, в Чеченской Республике открываются новые творческие коллективы. Открытие культурных объектов и всевозможных центров по поддержке молодежи связано с действующей в республике президентской программой духовно-нравственного оздоровления общества. В рамках этой же программы в прошлом году худсовет при Министерстве культуры республики взял под контроль репертуар чеченских артистов. Худсовет проверяет смысловую нагрузку исполняемых песен и следит за творчеством композиторов. Такие меры позволяют избежать не только плагиата, но и поднять культурную самобытность народа посредством песни, о чем в последнее время стали забывать многие артисты. Как правильно заметил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, эстрада – это лицо чеченского общества, и на этих песнях воспитывается молодежь. Принятые меры побудили в республике всевозможные конкурсы молодых исполнителей. Таким образом, среди множества талантливой молодежи республики отыскались новые имена с мощными голосовыми данными и ярким репертуаром. Самый известный из проводимых конкурсов «Молодые звезды». Благодаря ему мы сегодня знаем имена молодых артистов, за которых нам, по крайней мере, не стыдно. Главной задачей местных властей до сегодняшнего момента было создание в республике условий для функционирования учреждений культуры. Сегодня же акцент делается на ее развитие и усовершенствование, что повышает качество удовлетворения культурных потребностей населения. Данная работа проводится наравне с духовно-нравственным оздоровлением общества и развитием межнациональных отношений. К проблеме нравственности и укрепления национальных отношений, кстати, не так давно обратил внимание президент России Дмитрий Медведев в своем видеообращении на сайте kremlin.ru. Нас более 140 миллионов. Мы очень разные. В нашей стране проживает более 180 народов, каждый из которых обладает уникальными культурными особенностями. Мы говорим более чем на 230 языках, а все вместе образуем единый многонациональный народ. Среди нас православные, мусульмане, буддисты, иудеи, представители других религий.
И вместе мы создаем яркое и гармоничное единство, наше духовное пространство. В целях сохранения культурных ценностей чеченского народа несколько лет назад по инициативе Рамзана Кадырова была принята концепция государственной национальной политики Чеченской Республики. В ней, в частности, сказано, что культурные достижения чеченского народа характеризуются созданием уникальных материальных и духовных культурных ценностей. Культурные достижения чеченцев имеют не только национальное, но и общечеловеческое значение. Непроходящей ценностью для чеченского этноса является национальный язык, образующий ядро его культуры. Сохранение и развитие его – это задача первостепенной важности для настоящего и будущего народа. Чеченский народ дал миру плеяду выдающихся деятелей искусства, литературы, науки, которые внесли свой ощутимый вклад в российскую и мировую культуру. Достаточно вспомнить имена таких людей, как Махмуд Исамбаев, покоривший своим чарующим танцем весь мир. Его мастерство до сих пор не может скопировать ни один танцор. Имя народного артиста России Мусы Тадаева во всем СНГ стало известно благодаря его великолепному театральному и актерскому мастерству. За свою творческую карьеру Дудаев снялся в 26 фильмах, в числе которых «Белое солнце пустыни», «Тегеран-43» и «Волчья яма». А имя почетного гражданина Чеченской Республики Дагуна Амаева также не нужно никому представлять. Актер театра сыграл во многих спектаклях мировой, отечественной и многонациональной драматургии. И таких великих людей, преданных своему делу, сегодня очень много. А что будет завтра, если не распахнуть двери новым артистам, певцам, актерам? Если не дать подрастающему поколению воплотить свои мечты в жизнь? История чеченского народа сопряжена с многовековой борьбой за экономическое, политическое, культурное и национальное выживание. И радует, что наравне с экономическим возрождением нашей республики мы не забываем, что нация не может существовать без своей культуры, без своих традиций и обычаев. Именно поэтому нет никаких сомнений, что наша республика снова станет самой-самой. Теперь пришло самое время полюбопытствовать, что говорят о нас и что говорим мы в виртуальном киберпространстве. На этой неделе интернет говорил о том, что в рамках Volvo «Неделя моды» в Москве свою коллекцию покажут чеченские дизайнеры Лаура и Медня Аржиева. Что в Закарпатье задержана семья чеченцев-нелегалов и что в Ярославле прошли дни чеченской культуры. Но это, конечно же, не все. Есть еще кое-что. Рубрика «Чинет-Инфо» с обзором глобальной сети интернет за минувшую неделю. В рамках Volvo «Неделя моды» в Москве свою коллекцию покажут чеченские дизайнеры моды Лаура и Медня Аржиевы, которые посвятили свою коллекцию первой леди Чеченской Республики Медне Кадыровой. Об этом сообщает специализированный электронный ресурс, ориентированный на высокую моду F2F. Таинственные и манящие, роскошные и волшебные, завораживающие и удивляющие, как сказки «Тысячи и одной ночи». Таким предстает в наших мечтах Восток. Именно туда приглашают сестры Аржиевы, представляя вниманию столичных знатоков моды свою коллекцию «Цветы императора», сообщает электронный ресурс. По словам авторов публикации, новая коллекция от Лауры Медни, вдохновленная мифом о Востоке и настоящей невыдуманной поэтикой Кавказских гор. Переплетение древних традиций, национального костюма и современных силуэтов создают необыкновенный эффект. Сообщается, что «Цветы императора» выполнены исключительно из благородных и роскошных материалов. В интервью газете «Взгляд» главный редактор журнала ВВП Алексей Жарич предложил по-новому взглянуть на современную Чеченскую Республику. Основной темой последнего номера журнала стала чеченская столица Грозный и рассказ о том, как стереотипное восприятие Чеченской Республики сталкивается с реальным положением дел в регионе. В рассуждении об этой республике вопрос объективности очень часто выходит на первый план. Оговорюсь, что читатели нашего издания – это федеральные и региональные чиновники, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и так далее. Так что мы писатели больше для коллег Кадырова, отметил главный редактор издания. Жарич подчеркнул, что Кавказ – это мускулы России, и отметил, что современное информированное поле устроено так, что в основном освещаются только чрезвычайные события, особенно в таком регионе, как Чеченская Республика. А о позитивных вещах рассказывать скучно и не рейтингово. Тем не менее, автор полагает, что это надо делать.
Почти половина смертей на российских дорогах, 45%, приходится на пешеходов, свидетельствует статистика МВД, которая проводилась на совместном семинаре Российского союза автостраховщиков и ГИБДД МВД по России. Как следует из опубликованного на сайте ГИБДД доклада об аварийности на дорогах с января по сентябрь этого года, в России произошло более 146 тысяч ДТП, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, в результате этих ДТП за 9 месяцев текущего года погибло более 18 тысяч человек, и ранения получили более 186 тысяч человек. При этом сообщается, что более 9 тысяч ДТП произошло по вине пьяных водителей. В этой печальной статистике радует одно: Чеченская Республика находится в списке наиболее безопасных с точки зрения дорожного движения регионов России и занимает почетное второе место сразу же после Чукотского округа. Судя по статистике, чаще всего ДТП происходит в Новгородской, Владимирской и Архангельской областях. 10 октября этого года около 19:30 часов пограничным нарядом мобильной пограничной заставы на расстоянии 50 метров от линии государственной границы в ходе реализации опережающей информации задержаны 4 граждан Российской Федерации, мужчина и женщина без документов, и с ними 2 малолетних детей 2000 и 2002 года рождения, которые пытались пересечь украинско-словацкую границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Западной Европы, сообщает издание. При этом сообщается, что в настоящее время нарушители находятся в пункте временного содержания Чопского пограничного отряда. Кавказский филиал сотового оператора «Мегафон» обеспечил мобильным покрытием высокогорное село Ашты Сунжинского района Республики Ингушетия в приграничной зоне с Чеченской Республикой. Об этом на ряде сетевых ресурсов сообщила пресс-служба оператора. Судя по сообщениям, технические работы, проведенные специалистами «Мегафона», позволили обеспечить уверенным мобильным покрытием высокогорное село Ашты с населением более 5000 человек, а также улучшить связь в приграничной зоне между двумя республиками. Отмечается, что в селе установлена новая базовая станция, оснащенная современным оборудованием для передачи голосового трафика и данных по технологии 5G. Появление мобильной связи – долгожданное и значимое событие не только для жителей села Ашты, но и для представителей Чеченской Республики, отметил в этой связи директор регионального отделения Кавказского филиала «Мегафон» по Ставропольскому краю и республикам Северного Кавказа. Ростовчанин Алексей Дыкань вернул Чеченской Республике картину, которая была вывезена беженцами во времена боевых действий в республике, заявил в понедельник в СМИ заместитель представителя президента Чеченской Республики в Ростовской области Алишер Хаджаев. Картина находилась у Дыканя с 1996 года, когда он работал главой администрации Первомайского района Ростова. В это время через Ростов проезжало большое количество беженцев, покидавших зону боевых действий. Именно одна из семей, которая обратилась за помощью в администрацию и передала Дыканю произведение искусства, рассказал Хаджаев. По его словам, чеченские беженцы, отдавая картину, попросили Дыканя после возвращения республики к мирной жизни вернуть туда художественное полотно. Известно, что это полотно кисти листового художника и написано в 1966 году. Сюжет картины – история депортации чеченского народа 1944 года, когда тысячи местных жителей были вывезены в Среднюю Азию. В начале недели в Ярославле в рамках 9-го международного фестиваля прошли Дни чеченской культуры. Об этом сообщает ряд электронных изданий. Отмечается, что песни, танцы, предметы быта, искусства и культуры вайнахов произвели неизгладимое впечатление на горожан и участников фестиваля. Свою национальную культуру, живопись, кулинарию в культурно-выставочном зале города выставили представители более чем 10 народностей. Национальный колорит здесь чувствовался во всем, как в танцах, так и в народных песнях. Особо подчеркивается, что танец с кинжалами в исполнении танцоров государственного ансамбля «Вайнах» произвел на всех неизгладимое впечатление. Культурный визит чеченских артистов оказался более чем плодотворным. В Ярославском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике выставили экспозицию предметов быта, национальной одежды вайнахов из собрания частного музея Адама Сатуева «Дадиюр». Кульминацией трехдневного визита чеченских артистов стал концерт. Ленинский суд Перми принял решение приостановить судебное разбирательство по иску прокуратуры Пермского края о признании статьи о Кавказе председателя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкина экстремистской. Напомним, уголовное дело против Аверкиева возбуждено из-за его статьи «Уйдем с Кавказа, станем свободнее и крепче». Ожидается, что экспертиза займет 2-3 месяца. Оценивая сроки рассмотрения дел, Аверкиев высказал прогноз, что оно будет длиться 1,5-2 года.
По мнению уполномоченного по правам человека в Чечне Нурдина Хаджиева, сроком это дело не закончится, но это станет для него уроком и сигналом для остальных. Напомним, что ранее Нурхаджиев выступил с критикой статьи правозащитника. Не знаю почему, но неприятие Чечни у основателя Пермского правозащитного центра, по всей видимости, ярого националиста и шовиниста, абсолютно и категоричное, прокомментировал статью Аверкиева, уполномоченный по правам человека в Чечне. В рамках расследования причастности к содействию терроризму исламского благотворительного фонда «Аль-Харамайн» американские исследователи съездили в Россию и пообщались с сотрудниками ФСБ. В этом сообщает сетевое издание Infox.ru. Двое исследователей из США, Чарльз Гордаль и Крис Кардани, приехали в Россию и еще в декабре минувшего года передали Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Тогда американцы встречались с сотрудниками ФСБ и передали им копии файлов жесткого диска основателя фонда. Как пишут местные СМИ, ФСБ интересовала деятельность Аль-Харамайн в связи с терактами и убийствами военнослужащих в Чеченской Республике. Благотворительный фонд Аль-Харамайн Islamic Foundation Inc. учрежден 10 лет назад американцем иранского происхождения Питом Седой. Предполагалось, что фонд является филиалом Saudi Islamic Charity. Следователи уже заявили в СМИ, что вернулись из России с доказательством о том, что фонд Аль-Харамайн не был гуманитарной организацией, как это декларировалось. Через страницы своего же ведомственного ресурса компания «Русские навигационные технологии» объявила об итогах участия в качестве официального партнера в автопробег на Чеченскую Республику. По словам участников автопробега, компания оснастила участвующие в пробеге автомобили системой мониторинга ГЛОНАСС и контроля «Автотрекер». Организовали диспетчерский центр и специальный интернет-ресурс, позволивший в режиме реального времени следить за перемещением автомобилей. Напомним, автопробег был организован в рамках программы ЮНЕСКО и программы «Российский клуб связистов». Основными целями проекта стали вовлечение детей и подростков Чеченской Республики в международные и всероссийские программы в сфере образования и науки, культуры и спорта, информирование населения и образовательных учреждений Чеченской Республики о возможностях дополнительного профобразования и совместных методиках дистанционного обучения. Мы часто говорим о том, что в нагнетании общественно-политической ситуации в Чеченской Республике, как и к двум военным кампаниям, приложили руку иностранные наемники и представители западных спецслужб. Впрочем, немногие воспринимают это как данность и считают это не более чем пропагандистской уловкой. Но давайте более пристально всмотримся в событийную картину, и тогда мы увидим, что основания к такому утверждению все-таки существует. Только за прошедшую неделю этот факт подтверждает сразу несколько событий. Об этом и многом другом в нашем регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события или явления еженедельной рубрики «Тема». Глава Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников 13 октября на заседании НАК сообщил, что есть неопровержимые улики, свидетельствующие о причастности спецслужб Грузии к переброске бойцов Аль-Каиды в Республике Северного Кавказа, в частности в Дагестан. Александр Бортников отметил, что удалось пресечь деятельность 178 боевиков, тем самым предотвращено более 19 терактов. В числе уничтоженных уроженец Алжира некто доктор Мухаммад, направленный Аль-Каидой в нашу страну для координации деятельности террористов в Дагестане. Главари бандгрупп Мустапаев, Мансуров, Батырхоев, Камалутдинов, так называемые эмиры Кабардино-Балкарского джамаата Доткулов и Джабкулов, а также руководитель шариатского суда дагестанского бандподполья Саадулаев. Директор ФСБ отметил, что в ходе следствия было установлено, что доставку в Дагестан оружия через эмиссаров Аль-Каиды помогают обеспечивать именно спецслужбы Грузии. Министерство иностранных дел Грузии называет абсурдными обвинения, высказанные 13 октября директором ФСБ, что грузинскими спецслужбами оказывается помощь Аль-Каиде в переброске террористов на Кавказ. Вице-спикер парламента Грузии Паата Давитая назвал заявления Бортникова ничем не обоснованными и отметил, что на территории Грузии нет боевиков и террористов. По словам политика, Кремль стремился положить какие-то противоположные аргументы в ходе переговоров с Хиллари Клинтон. Что же, весомые аргументы на переговорах с госпожой Клинтон Кремль представил и без грузинской тематики. Системы ПРО не будут размещаться ни в Грузии, ни на Украине, и это независимо от того, что там говорят Клинтоны, Обамы и прочие Буши. Защита от Ирана и Северной Кореи, как то пытаются преподнести американцы, выглядит доводом малоубедительным. А вот обложить военными базами, вернее средствами политического давления, страну по запасам полезных ископаемых, сравнимую разве что со всем остальным миром, вот это, как говорится, ничем не прикроешь.
Не так глупы руководители России, чтобы этого не понимать. И понимание того, что в американской внешней политике основной вектор противодействия направлен именно против России, делает действия России более раскованными и адекватными. Нужно быть абсолютным идиотом, чтобы не понимать, что конечный результат американской политики на Кавказе оказался не совсем таким, каким виделся американцам. Вместо быстрого прищучивания самостийных осетин получили еще две независимых страны, причем лояльных России. Расчет на ослабление России в затяжной и кровопролитной войне с религиозными экстремистами тоже потерпел фиаско. В эти же дни стала известна и о спецоперации правоохранительных структур Федеративной Республики Германия. В столице страны, Берлине, немецкая полиция провела, говоря языком общедоступным, адресную зачистку. Целевой контингент – иммигранты из исламских стран, подозреваемые в причастности к деятельности мусульманских экстремистских организаций. По данным Генеральной прокуратуры в Карлсруэ, накануне в четверг обыском в столице Германии были подвергнуты 6 зданий, среди которых офис общества «Исламское объединение Берлин», а также помещение мечети Аль-Нур. Эта акция была проведена в рамках следственных мероприятий по подозрению в существовании в Берлине преступной террористической исламистской группировки. На след хорошо законспирированной группы исламистов немецкие спецслужбы вышли благодаря данным, полученным по линии международного сотрудничества в сфере антитеррора. Эксперты предполагают, что основная часть материалов могла поступить из России. Оперативным путем удалось установить, речь идет о преступном сообществе в составе 15 фанатиков. Их главная цель – устроить серию терактов на территории России. Операцию по их нейтрализации пришлось готовить в ускоренном режиме. Были получены сведения, что исламисты небольшими группами по 2-3 человека под видом туристов начали переправляться в Пакистан, чтобы пройти там спецподготовку. Некоторые уже добрались до лагерей террористов. Любопытен национальный состав этого преступного сообщества. 10 из 15 установленных его членов – граждане Германии, арабского и турецкого происхождения. Есть ливанец, алжирец, голландец, румын и 3 чеченцев. Всего в ходе операции были задержаны 28 человек. В жилых квартирах и бюро, где обитали и планировали свои преступления подозреваемые, изъяты компьютеры, папки с документами, камуфляжная форма. По оценке немецкой контрразведки, в Берлине на конец 2008 года могли находиться на нелегальном положении до 430 готовых к насилию исламских фундаменталистов. Около 150 из них сторонники ливанской группировки Хезболлах, около 50 члены палестинской организации Хамас и еще примерно 50 чеченских боевиков. Всего же, по данным правоохранительных органов, в европейских странах живут до 100 тысяч чеченцев, покинувших свою родину с начала 90-х годов. К сожалению, какая-то часть чеченской молодежи, находящейся в западноевропейских странах, находится под влиянием мусульманских проповедников крайнего толка, проще говоря, ваххабитов и им подобных. Нельзя также исключать и то, что вполне возможно какая-то часть из них подготавливается для подрывной и террористической деятельности, и наиболее короткий маршрут на Северный Кавказ пролегает через Грузию. Как бы ни оправдывались власти Грузии, но тот факт, что на стороне грузин во вторжении в Южную Осетию участвовали выходцы из Чеченской Республики, уже подтвержден неопровержимо, как и то, что были среди них и возвращенцы из европейских стран. Именно благодаря своим внутренним резервам чеченцы дали отпор силам международного терроризма. Уже к 2005 году боевые действия носили локальный характер, единичные стычки, спецоперации и адресные задержания участников бандподполья. Возрождающиеся под руководством Рамзана Кадырова и при непосредственной поддержке Федерального центра республики, идеи сепаратистов оказались не ко двору. Тогда закулисные кукловоды выдвинули на первый план идею имарата Кавказ, общеисламского государства без границ, где не будет национальностей, а будут одни мусульмане, причем только те, кто разделяет идеи ваххабизма. В общем, опять та же самая калоша, если смотреть на это с точки зрения чеченского народа. Чечня без чеченцев, населенная какими-то эфемерными мусульманами. Или рабами ваххабитов, может быть. Да никогда ни один ваххабит, натовец, черт лысый не сможет жить спокойно на чеченской земле, вооружившись такой доктриной. Извините, господа, но это наша земля, и мы сами решаем, кто здесь будет жить. Проще говоря, населяем Чеченскую республику черт знает кем, при этом пользуясь люмпинами, прошедшими обработку европейских, пакистанских, аравийских и прочих идеологов, закидывая их на Северный Кавказ через Грузию. Плохо же вы знаете тех, кому решили навязать этот идиотизм. В общем, Аль-Каида и ее прихвостни из Имарата получили конкретного пинка. Саакашвили вразумили в августе прошлого года, а физическое уничтожение чеченцев и развал России невозможно. В общем, пора сворачиваться, пока не свернули в бараний рог. Во всей этой истории отрадным можно считать один факт. Пусть пока только немцы, но западный мир начинает осознавать, что исламский радикализм опасен не только для России, но и для всех. Христиан, буддистов, капиталистов, коммунистов и даже для мусульман, если они не разделяют идеи ваххабизма.
Подутерев сентиментальные сопли о правах человека, о свободе выбора и прочих ценностях, Запад наконец начал наводить порядок у себя дома. Остается надеяться, что остальные европейские страны ликвидируют нарождающиеся очаги ваххабитской гангрены и в своих городах. Иначе самые подлые удары, которые радикалы наносили России и Кавказским республикам, они ощутят и на себе. Пора наконец понять, что ни идеи национального самоопределения, ни просто человечности ваххабиты не разделяют. Вспомните Хезболлу и Хамас, которые были искусственно созданы израильскими и американскими спецслужбами. Расчет был на то, чтобы поддерживать постоянное внутреннее противоречие среди ближневосточных мусульман. На деле же и израильтяне, и американцы получили опаснейшего врага, главной задачей которых стало уничтожение государства Израиль. Хамас и Хезболла по сравнению с Аль-Каидой просто детский лепет. Их интересы распространяются только на ближневосточный регион. Аль-Каида же объявила войну всему миру, и их конечная цель даже не исламизация, а ваххабизация всего мира. Несогласные будут уничтожены. И что станет при таком раскладе с Грузией, придерживающейся тысячелетних традиций православного христианства, представить нетрудно. То, что Саакашвили политик весьма недалекий, стало очевидно в августе 2008-го, но такое... Поинтересовались бы прежде у Рамзана Кадырова, кто это такие ваххабиты, он бы вам рассказал. Как рассказал бы любой чеченец, что следует делать с ними и со всеми, кто их поддерживает. Так что рассчитывать на какие-то глобальные политические изменения на Северном Кавказе не стоит. Займитесь лучше экономическими проблемами своих стран, кризис-то еще не миновал. А Чеченская республика как была чеченской, так и останется на веки веков. Шестого октября 1783 года произошло крупное сражение между отрядами чеченцев и генерала Потемкина. Этому сражению предшествовал ряд событий. Так, в июле 1783 года в Горе с иверийским царем Ираклием был подписан Георгиевский трактат, и стало ясно, что картлийские, кахетинские, иверийские и мангрельские земли рано или поздно попадут под власть и защиту российской короны. Это определило и судьбу северокавказских горцев, склонных без конца мешать бесперебойному сообщению между кордонной линией и владениями за Кавказом. Уже весной 1783 года отряд полковника Кекас сжег немирный чеченский аул Атаги и заставил его дать аманатов. Так тогда назывались заложники, своей жизнью гарантировавшие мир. Осенью того же года сам генерал Потемкин взял приступом Ханкалу и совершил карательную экспедицию за Сунжем. Эти события стали своего рода предтечей цепи событий, которые вошли в историю как Кавказская война. В октябре 1821 года в Чечне вспыхивает восстание под руководством Бейбулата Таймиева. С именем Таймиева связано почти 3 десятилетия истории Чечни. За 30 лет активной военно-политической деятельности он был лично знаком со всеми главнокомандующими Кавказской армии, взаимодействуя с ними или, напротив, сопротивляясь. Вся его жизнь – это мучительный поиск выхода из сложившейся для Чечни ситуации. В своих неоднократных переходах на службу русской армии он пытался найти наиболее приемлемый вариант взаимодействия. В который раз, обманутый в своих надеждах, Бейбулат Таймиев возглавляет борьбу чеченцев. На съезде чеченского народа в селении Мальтруб в 1821 году Бейбулат Таймиев способствует избранию имамов в Чечне известного религиозного деятеля Магомеда Мальтрубского, а сам остается военно-политическим лидером. Всеобщее восстание под руководством Таймиева продолжалось вплоть до 1821 года. В октябре и ноябре 1840 года известный русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов участвует в ряде войсковых операций в Нагорной Чечне. В начале октября Лермонтов назначается командиром охотничьего отряда, названным командованием отрядом головорезов или Лермонтовским отрядом. В конце октября в крепость Грозную прибывает командующий Кавказской линией и Черноморья генерал Грабы, под командованием которой разрабатывается осенняя кампания. 27 октября генерал Грабы во главе отрядов Голофеева совершает поход в Малую Чечню. С боями он проходит Гайтинские и Гихинские леса и разоряет уцелевшие здесь аулы. В рамках этой операции поручик Лермонтов со своим отрядом принимает участие в разорении аулов Алды, Гайты, Гихи, Мартуп и Аки-Юрт. 30 октября он принимает участие во втором сражении на реке Валерий. В то же время следует отметить, что именно этот период в сознании поэта Кавказ ассоциируется с жилищем вольности простой, которая противопоставляется стране голубых мундиров и неволе душных городов.
10 октября 1859 года, сосланный в ссылку имам Шамиль прибывает в Калугу, однако ссылка была довольно условной и почетной. Так, чуть ранее император Александр II удостоил Шамиля личной аудиенции и назначил ему огромную по тем временам пенсию в 15 тысяч рублей. Шамиль снял трехэтажный особняк в Калуге и жил по-княжески. В его владениях была даже маленькая мечеть. Его старший сын Гази Магомед остался с отцом. Третий же сын имама Магомед Шейхи был зачислен офицером личного императорского конвоя. В 1864 году, когда российские войска подавили последние очаги сопротивления, поставив окончательную точку в Кавказской войне, Шамиль отправил Боретинскому поздравительное письмо. А еще через 2 года в зале Калужского дворянского собрания вместе с сыном присягнул на верность русскому царю. В Чечне же в ходе Кавказской войны, по неофициальным данным, погибло почти треть всего населения. Из 1,5 миллиона населения осталось порядка 4 тысяч. 2 октября 1889 года родился один из крупнейших чеченских писателей Саидбей Арсанов, который оставил о себе память как человек, который в своем творчестве и в общественной деятельности плодотворно осваивал опыт других культур, в первую очередь российской и европейской. Молодость Арсанова пришла на бурное революционное начало века. Он учился в Санкт-Петербургском политехническом институте, участвовал в студенческих демонстрациях, за что был арестован и сослан, бежал из ссылки и мигрировал в Германию. Затем его бросило в гущу гражданской войны. Вернувшись в Россию, Арсанов воевал на Дальнем Востоке. В начале 20-х годов Арсанов на различных руководящих постах в партийных и советских структурах в Чечне много внимания уделял вопросам просвещения. С 1926 года по 1930 год Арсанов уполномоченный представитель Чечни в Москве. Арсанов известен как автор первого в чеченской литературе крупного эпического произведения, которое было высоко оценено критикой. 25 октября 1908 года в чеченском селе Лахнаюри-Натечной родился Абдурахман Авторханов. Родился и учился одновременно в 2 школах, и русской, и арабской. В 1923 году он ушел из дома в город, где и получил свою фамилию Авторханов при поступлении в Грозненский детский дом. Авторханов с молодости попал в партийную элиту. В 1937 году был арестован, подвергался пытками, имитации, расстрелам, оправдан судом и вышел на свободу 22 апреля 1942 года. По словам самого Авторханова, после расстрела он дал себе клятву бороться с советской властью всеми возможными способами. С этой целью перешел линию фронта. После войны был профессором Американской военной академии и председателем ее ученого совета. Абдурахманов – автор ряда книг по истории СССР и его системе управления. Яркая жизнь Абдурахмана Авторханова оборвалась в апреле 1997 года. Чеченец, крупный политолог, борец за справедливость, ярый противник советской власти, коммунистической идеологии и большевистской практики. Авторханов скончался в германском городе Ольсинге. В октябре 1919 года Меджлис горских народов Кавказа выразил протест представителям Антанты в связи с бесчинствами частей генерала Деникина в Кабарде, Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Чуть ранее, в начале 1919 года, Деникин занял Терек и, продвинувшись в Дагестан, назначил начальником Терско-Дагестанского края генерала Ляхова, который 3 февраля 1919 года сообщил горскому правительству, что нужда в нем отпала. Позиции горского правительства и без того недостаточно прочные, в результате вторжения на Северный Кавказ добровольческой армии Деникина еще более ослабли. В 1919 году Меджлис горских народов Кавказа делегировал из Тифлиса на Северный Кавказ своих представителей для руководства восстания горцев против армии Деникина. Тем не менее, раздираемые по разные стороны различными правительствами власти, гражданская война на Северном Кавказе завершилась полной победой Красной армии весной 1920 года. В октябре 1922 года в Москве создается комиссия ЦК РКП по Чечне, которая практически сразу же после своего образования высказалась за выделение чеченского населения из состава Горской республики в самостоятельную административную единицу. В том же октябре в комиссию включается и Климент Ворошилов. Чуть позднее, уже в январе 1923 года, он вместе с Анастасом Микояном, работавшим тогда секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП, Буденным и Левандовским, выезжает непосредственно в Чечню, где выступают с речью на первом съезде трудящихся, который положил начало образованию автономной Чеченской области.
28 октября 1932 года образовано издательство «Грозненский рабочий». Издательство было образовано на базе газеты «Грозненский рабочий», судьба которой тесно связана с судьбой республики. Начав издаваться большевиками в марте 1917 года под названием «Товарищ», газета поменяла несколько названий. «Известия Грозненского совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов», «Красный труд», а с 1925 года по конце 80-х выходила под названием «Грозненский рабочий». Уже в первые годы своего существования газета привлекла серьезные журналистские кадры. Одним из первых ее редакторов был Катаев, известный в ту пору литератор. В 20-х годах в газете работали писатели, поэты, публицисты, имена которых были известны всей советской России. В 60-е и 80-е годы газета стала настоящей кузницей журналистских кадров. Многие сотрудники газеты впоследствии стали ведущими журналистами московских и центральных изданий. В советское время ее тираж достигал 140 тысяч экземпляров. Его похоронили в родном селе Чурчо-Юрзе в Ножаюктовском районе. Талантливейшего поэта, писателя, философа, великого ученого не только не удостоили некролога в республиканской газете, но даже простого сообщения о смерти, потому что он был опальным. Стоило ли из-за этого расстраиваться сильно мира сего с жалкой толпой, собравшимся у трона? Словно предчувствуя свой близкий конец, в одном из последних стихотворений под названием «Красный берег» Гадаев завещал похоронить себя в любимом уголке, где прошло его детство. Рубрика «Жизнь замечательных людей» с рассказом о жизни и судьбе талантливого ученого, философа и поэта Магомед-Салаха Гадаева. Талант – это самородок. Истинную ценность самородка мы узнаем лишь со временем, когда становимся в состоянии понять, какую редкую возможность насладиться его красотой упустили. Жизнь Магомед-Салаха Гадаева напоминает историю итальянского философа, поэта и политического деятеля Томмазо Кампанеллы, который за годы своего длительного пребывания в разных тюрьмах создал десятки сочинений по философии, политике, астрономии, медицине, в том числе и свое знаменитое произведение «Город солнца». Так и Гадаев, находясь в заточении, писал романы, пьесы, стихи, научные работы по философии и космогонии. Из 63 лет, отпущенных ему судьбой, 30 он по воле рока проведет в тюрьмах и лагерях, и все, что удастся ему написать, будет написано в советских острогах. Родился Магомед-Салах Гадаев в селе Чурч-Ирзе в 1909 году. В 1913 году его семья переехала в село Гильзеляул, где Магомед-Салах окончил семилетку и был направлен на учебу в Ростов-на-Дону на рабфак. После окончания рабфака способного выпускника оставили на работе в аппарате крайисполкома, но он вернулся в Чечню. Гадаев работал в различных органах исполнительской власти, а в конце 30-х годов стал научным сотрудником Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Он занимался фольклорными и космогоническими исследованиями, но работать над ними ему пришлось недолго. В начале 40-х годов 20 века Гадаев был арестован по стандартному в то время обвинению в антисоветской агитации и участии в организации национал-троцкистского толка и был осужден на 15 лет. Так начались его 30-летние лагерные университеты. В длинном бараке, где летом трудно было дышать, а зимой в сильные морозы зуб на зуб не попадал, находился уголок академика. Между стеной и двухъярусной кроватью стоял сколоченный из досок небольшой столик. Здесь он создавал художественные произведения и работал над научными открытиями. В лагере его уважали. Заключенные, прозвавшие его академиком и ценившие талант, знали, что срок академик получил ни за что, и потому лагерное начальство в виде исключения разрешило ему писать и даже отправлять на волю многое из написанного. Магомед-Салах верил, что его многочисленные литературные и научные труды встретят должное внимание со стороны специалистов и работал усердно сразу по нескольким направлениям. Могу сказать, что личное стоит у меня где-то далеко позади. На первом плане стоит работа, которой отдаются все мои силы. Личное существует для меня лишь постольку, поскольку оно необходимо для продолжения этой работы, писал Магомед-Салах своему другу. Не было литературного жанра, в котором он не работал бы. Известно, что в лагере он работал над большим историческим романом. Можно предположить, это было произведение большой общественно-политической значимости, подобно роману Чернышевского «Что делать?», потому и осталось похороненным в архивах ГУЛАГа. Гений Гадаева не признавал ограничений ни в творчестве, ни в науке. Он был лириком и физиком, поэтом и литературоведом. Ему принадлежит создание теории вайнавского стихосложения. Именно в его поэзии впервые появляется диалогическое расположение стихотворения. Как человек, профессионально владеющий словом, он не мог не обратить внимания и на состояние письменной речи. Его труд к вопросу о правописании чеченского языка был подготовлен им в лагере и направлен в Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт языка и литературы.
В нем Гадаев предлагал переработанный вариант орфографии и морфологии, облегчающий восприятие и усвоение текста. Еще в годы учебы в Ростове Гадаев страстно увлекался космогоническими гипотезами Канта и Лапласа и не утратил к ним интереса до конца жизни. Молодого ученого серьезно занимало не что иное, как рождение и гибель миров, радиоактивный распад атомов. Летом 1952 года Гадаев и физик Самат Баймурадов направили свой совместный труд самому Сталину и в Академии наук 6 республик. Гадаев и его соавтор сделали расчеты процесса радиоактивного распада атомов в ходе рождения и гибели миров, исходя из материалистических диалектики. Ученые-самородки пришли к выводу, что космические тела рождаются в виде сгустков раскаленного газа, остывают до определенной температуры, а затем вновь разогреваются, воспламеняются и рассеиваются в мировом пространстве. Таким образом, опроверглись прежние теории развития материи. Спроецировав эту гипотезу на основные положения науки о развитии общества, они с помощью диалектико-материалистического метода исследования создали новое учение и назвали свой труд «Картиной мира». Молодые исследователи надеялись, что оригинальные идеи заинтересуют специалистов. На деле вышло иначе. Маститых профессоров шокировала смелость теоретических построений, фантастичность гипотез и дерзость выводов. Но главное было в том, что на них было клеймо спецпереселенцев и заключенных. Однако Гадаев верил в торжество справедливости и потому не догадывался, что сражается с ветреными мельницами. Гадаев был звездой, зажегшейся во Вселенной, но, к сожалению, не ко времени. Простой перечень названий его научных трудов говорит о том, что он определил развитие науки, причем в эпоху, когда приходилось не столько жить, сколько выживать. Основные законы диалектики и механического движения неорганической материи, о количественном и качественном изменении в процессе развития, программа спектроплотность распределения звезд, об антимарксистском характере космогонических гипотез академиков Шмидта, Фесенкова, рождение марксистской философии и ее буржуазная критика. Это далеко не все, над чем работал Гадаев, генерируя интересные мысли и свежие идеи, впоследствии лихо использованные людьми, которые оказались в выгодной изоляции от внешнего мира разносторонне одаренного человека и ученого. К сожалению, не все научные труды Гадаева дошли до нас, не в полном объеме сохранилось и его литературное наследие. Однако чудом уцелевшие произведения свидетельствуют о нем как о крупном ученом и талантливом литераторе. Он был настоящим исполином, с сильной волевой натурой, способной решительно противостоять навязанным ему обстоятельствам. После смерти Сталина затеплилась надежда на освобождение, но, увы, ему пришлось отсидеть в лагере, как говорят, от звонка до звонка все 15 лет. В 1957 году Гадаев, наконец покинув чуждый ему мир, возвращается в Грозный и, жадный до работы, бросается претворять громадье своих планов. Он начинает отовсюду собирать разбросанные и затерянные материалы, которые высылал по разным адресам из мест заключения. Выступает на страницах газет и по радио. Готовит к изданию учебник чеченского языка и несколько своих поэтических сборников. В республиканской газете «Ленина не» печатается с продолжением его поэма «Ночной всадник». Авторитет и популярность Гадаева растут с каждым днем. Но именно это и беспокоит завистников Гадаева и внимательно наблюдавших за каждым его шагом сотрудников КГБ. Как бы он ни был осторожен, ему не удалось избежать худшего. Когда один из собратьев по перу демонстративно и намеренно спровоцировал его и оскорбил чеченский народ, Гадаев не выдержал и ударил обидчика ножом. Поэта вновь арестовали. Теперь уже за убийство. Поэта и ученого, чей редкий, смелый дар принадлежал всему человечеству, суд приговорил к высшей мере наказания – расстрелу. Когда подсудимому дали последнее слово, он не стал просить о помиловании. Он глубоко переживал случившееся, но и не смог забыть оскорбления, брошенного в адрес его народа. Те, кто знал его, рассказывают, что он был соткан из самых разных противоречий, взрывной и мудрый, слабый и сильный, суровый и добрый, гордый и мягкий. Несмотря на незавидное положение в обществе, он шел по жизни открыто и раскованно, никогда не опускал голову, был независимый ни от кого, честный и прямой со всеми. Для чеченского народа, национальной культуры и литературы гибель Магомед Салаха стала бы огромной потерей. Это осознавала и сочувствовавшая Гадаеву интеллигенция. Председатель правления Союза писателей Республики Саидбей Арсанов отчаянно бросился защитить коллегу. Он доказывал на официальном уровне, какую значимую роль в чеченской литературе и науке играет этот человек. Арсанов просил суд заменить расстрел любым сроком заключения. Гадаеву дали 25 лет. Потом в соответствии с новым кодексом заменили на 15. Вновь началась лагерная жизнь. Именно в лагере в 1969 году Магомед Салах встретил и свое 60-летие. 3 года спустя, ровно через 15 лет после своего второго заключения, в 1972 году в возрасте 63 лет Гадаев вернулся домой. Наконец у него появилась возможность собрать и издать все свои произведения.
Заставив себя забыть об окончательно подорванном здоровье, поэт иступленно берется за работу. Он готовит сборники «Исповедь», «Последняя любовь», «Разговор с Чинарой», «Горячее сердце», «Любовная лирика», «Партизаны», «Ночной всадник» и другие, но издать их под своей фамилией опальный поэт не мог. Решено было выпустить их под псевдонимом. Однако, спустя всего лишь несколько месяцев после освобождения, в 1973 году сердце поэта перестало биться. Гадаева похоронили в его родном селе Чурчуезе в Ножаюртовском районе. Талантливейшего поэта, писателя, философа, великого ученого не удостоили не только некролога в республиканской газете, но и простого сообщения о смерти, потому что он был опальным. Стоило ли из-за этого расстраиваться сильным мира сего, жалкою толпой, собравшимся у трона? Словно предчувствуя близкий конец, в своем одном из последних стихотворений «Красный берег» Гадаев завещал похоронить себя в любимом уголке, где прошло его детство далекий и, пожалуй, единственный безоблачный отрезок его тяжелой, но яркой жизни. Ну, у нас на этом все. С вами был Валид Генаев. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Благодарю за внимание. До новых встреч.